2024 год для Комитета по делам молодежи продуктивный. Форумы, фестивали, грантовые конкурсы, походы и многое другое. Всего проведено 18 мероприятий различного направления. Прошлый год запомнился прежде всего масштабными форумами. Самые яркие — Торгим, Магаз, БНИ. Торгим на своей площадке собрал 200 участников. К форуму присоединились и представители новых регионов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областей. Очень сильно нравится здесь красивая природа, нас вкусно кормят, у нас классные кураторы, и мне нравится моя команда, которая собралась. Форум проходил в рамках программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых». По тому же проекту был проведен и не менее масштабный туристско-образовательный палаточный лагерь БНИ-2024. Единение с природой, творческий полет, увлекательные маршруты, новые знакомства. Более 100 участников были погружены в насыщенную и интересную программу. После такого яркого, фееричного, огненного просто открытия было просто перевыполнение каких-то эмоций, которые мы получили. Но спалось очень крепко, хорошо. Палатки были очень уютные и теплые, как ни странно. И спать было очень хорошо и комфортно. В прошлом году ингушская молодежь принимала участие в различных грантовых конкурсах. Всего поступило более 140 заявок. Из них 39 смогли успешно защитить свои проекты на общую сумму более 20 миллионов рублей. Большая часть проектов направлена на развитие социальной и культурной сферы. Один из победителей конкурса молодежных проектов СКФО — Муслим Нальгиев. Его проект направлен на развитие и популяризацию среди молодежи спортивной дронографии и FPV-пилотирования. Единственная, можно сказать, моя цель — это развить у нас это на таком уровне, чтобы нам из Федерации гонок дронов России звонили и говорили: алло, Муслим, у нас гонки или там чемпионат по конструированию, вот вы тут нужны. Ключевых показателей добились и в патриотическом воспитании, его повышение, творческое обучение и развитие — один из приоритетов работы Комитета по делам молодежи. Так было организовано 20 патриотических мероприятий в цикле выездных экскурсий по воинской части «Здравствуй, юность в сапогах», который охватил 1500 участников. Провели 3 военно-учебных сбора, один из которых проходил в спортивно-оздоровительном комплексе «Мужичи». Военно-спортивный марафон «Тропа мужества Z» охватило более 100 участников. Я вижу заинтересованность и огонь, который горит в глазах ребят. Им это интересно, они этим живут. Вот этот дух соперничества, он здесь очень сильно проявляется. И это все дает о себе знать, что мы не зря это все делали, не зря это все планировали, организовывали. Это как бы не описать даже словами честно, одни эмоции здесь. Я все вид спорта оставил бы, чтобы на это переходить, если официально сделали бы. Второй год уже здесь проходят такие соревнования. Уже во второй год, конечно, очень сильно команда организаторов подготовилась. Ну и выдает очень хороший результат. Больше трети населения Ингушетии — это молодежь, более 180 тысяч человек или 37%. Это самый высокий показатель по стране. Поэтому главная задача государственной молодежной политики — предлагать этим юношам и девушкам как можно больше перспектив, которые позволят им самореализоваться. Для этого в республике запустили цикл ярмарок вакансий, где ингушская молодежь может найти профессию по душе. Мы ищем подходящие вакансии для каждого человека и предоставляем им номера телефонов и состыковываем их с различного рода предпринимателями. Интеллектуальные баталии, юмористическое состязание. Комитет по делам молодежи проводил несколько познавательных мероприятий в прошлом году. КВН, интеллектуальный спектакль, театральные фестивали и многое другое. Не забыли и про эко-акции. Маяки дружбы, спасти Грута. Кстати, за первый этап региональной акции было собрано более 11 тонн макулатуры. В общем, таким он выдался 2024 для молодежной сферы, веселым и насыщенным. Сегодня в Ингушетии делается очень многое, чтобы у молодежи были отличные перспективы для самореализации и личностного роста. Ведь именно ей предстоит строить мир будущего. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магаз, 24.